Это место, где кыргызские военные обстреляли машину скорой помощи. В результате погибло 5 членов одной семьи. Мы посетили Джамуат Чоркух, чтобы, со слов самих жителей, рассказать вам, как произошла эта трагедия. Это рыдает человек, который потерял 5 членов своей семьи в результате нападения кыргызских военных. Около 4 утра кыргызские военные внезапно открыли огонь по мирным жителям Джамуата Чоркух. В результате несколько пуль попали в этот дом и ранили несколько его жильцов. По машине скорой помощи начали стрельбу на повороте. Первый снаряд попал в среднюю дверь машины, и я выскочил из нее. Второй попал в водителя, который скончался на месте. Моя мама, 2 невестки и 2 племянницы погибли. Потеряли нашу невестку с 9-месячным ребенком в утробе. Всех потеряли. По словам жителей, когда раненых этой семьи вывезли в больницу на машине скорой помощи, кыргызские военнослужащие открыли огонь по ней из гранатомета. В результате машина загорелась, погибли все члены семьи, а также врач и водитель. Если хотите, отвезу вас в кишлак Майский. Там более 100 домов сравнялись с землей. У соседа кыргыза не сожжено даже сено для скота, а у нас вот так разрушены дома. Вдобавок ко всему, на нас сейчас клевещут в интернете, как будто мы на них напали. Все это домыслы. Жители также говорят, что кыргызские солдаты стреляли в мечеть, чтобы было больше жертв. Доказательством этих слов является этот дом, который находится рядом с мечетью. Кыргызские солдаты стреляли издалека, в сторону мечети, но их пули не достигли цели и попали в этот дом. Сейчас в этом дворе в живых осталось всего несколько человек, которые тоже тяжело ранены. Эти дети не знают, почему плачут окружающие. Им ничего не сообщили об убитых родителях, братьях и сестрах. Только сказали, что все ушли в гости и через несколько дней вернутся к ним со сладостями. Я не знаю, какая у них цель. За день до этих событий кыргызские власти эвакуировали всех своих женщин и детей в безопасное место. Потом начали войну. Я не хочу войны. Война приносит нищету, и такие маленькие дети остаются сиротами. Мы хотим мира, спокойствия, а они не хотят.